Их называют породой без дефектов. Кровь этого скота течет в жилах множества других пород, а зона распространения охватывает практически все уголки нашей планеты. В сегодняшнем выпуске на канале Байболсен мы поговорим о герефордах, одной из самых древних и популярных пород крупного рогатого скота. Свое название порода получила по географическому принципу. Впервые герефорды появились в XVIII веке в английском графстве Херефордшир на границе с Уэльсом. До этого в южных и западных регионах Англии разводили некрупный красный скот, а особенностью сельской местности был валлийский, он же уэльский, приграничный скот, черные буренки внушительных размеров. Именно красные быки и валлийские коровы стали прародителями герефордской породы. Валлийцы давали хорошие надои, хоть и паслись в суровых условиях на горных склонах со скудной растительностью, за счет чего приобрели выносливость. Считается, что именно от уэльской породы герефорды унаследовали мраморность мяса. Работа по улучшению скота была направлена на то, чтобы сделать животных еще более сильными и использовать их не только как источник мяса, но и как тяговую силу. В 1738 году в графстве Херефордшир Бенджамин Томпкинс-старший первым занялся коммерческим разведением герефордов. Во многих источниках именно его считают основателем породы. Всю свою жизнь он посвятил разведению этого скота. В 1817 году в США экспортировали первые две пары герефордов. 23 года спустя Уильям Соттем и Эрастус Корнинг из Олбани, штата Нью-Йорк, создали американское племенное стадо. Английская племенная книга породы была заведена в 1846 году. Начиная с 1851 года в Великобритании начал работу Всемирный совет герефордов. Сейчас в его состав входят около 20 стран, в каждой из которых есть свои общества герефордов. В начале 20 века герефорды постепенно распространяются по всему миру. Селекционеры постоянно работают над улучшением породы, в частности делают акцент на конституции и мышечной массе. В 1928 году породу впервые завезли на территорию СССР. В 70-80-х годах была создана популяция герефордов сибирской селекции, включающая заводские линии Майер-Верна 88-480, Шалуна Д-50, Ярлыка 413, а также типы Садовский и Сонский. Уже много лет герефордскую породу активно используют в селекционной и племенной деятельности. В промышленных масштабах животных скрещивают с представителями мясомолочных и молочных пород. Влияние этого скота испытали около 20-30 различных пород КРС в Северной Америке и России. У нас есть молочная корова, зовут ее Марта. Мы ее держим для того, чтобы в нашем хозяйстве было молоко. И когда вот этот вот красавчик, иди сюда, иди, лапа иди, Яша его зовут, давай на тебя поплюю, чтобы не сглазили. Вот. Когда, значит, вот этот Яшенька кроет молочную корову, получаются вот такие замечательные черно-белые коровки, но они гораздо больше своей мамы вырастают, то есть такие интересные помеси. Именно путем скрещивания герефорда с казахским и калмыцким скотом удалось создать нынешнюю гордость местных животноводов – казахскую белоголовую породу. Стандартом породы считается темно-красная масть с оттенками вишневого цвета. Но голова, шея, холка, подгрудок, брюхо, нижняя часть конечностей и кисточка хвоста – белые. Это характерная особенность герефорда, которую наследуют все потомки этого скота. Телосложение типичное для мясных пород. Животные имеют бочкообразное, широкое и глубокое туловище, обмускленные плечи, объемную спину и поясницу, широкий и прямой зад с хорошо развитой мускулатурой. Подгрудок сильно выступает. Средняя высота в холке 125 см, глубина груди 72 см, обхват груди 197 см, косая длина туловища 153 см. Видите, какая ровная спина, какие у него на спине формы, какая грудь. И самая типичная масть, красный белоголовый. Летом волосяной покров короткий, а в зимнее время удлиняется и иногда кудрявится. Кожа эластичная, носовое зеркало светло-розовое. Молочные признаки выражены незначительно. И хотя казахская белоголовая и герефорд очень похожи внешне, опытные животноводы различают их невооруженным взглядом. Двухгодовалый казахский белоголов. Вот это герефорд. Вот герефорд, вот они, годовалые. 12-месячные бычки. Вот это герефорд и вот это герефорд. Вот в герефордах попы совсем другие у них. Ляжки другие. Вот два герефорда идут. И вот он герефорд.
Рога прямые или опущены вниз, светлого цвета с затемнением ближе к концам. Со временем в ходе естественной мутации появился камолый тип скота. И уже в 1889 году в США этот вид был выведен в отдельную породу. Уоррен Гемнан, владелец ранчо из Айовы, занялся идеей разведения безрогих герефордов и поставил на учет в племенную книгу 11 безрогих животных. В 1910 году была создана Американская ассоциация камолых герефордов. В этом загоне крупный, но не рогатый скот. Так выглядит новый тип известной породы. Работать с такими коровами и быками вдвойне безопасно, заверяют зоотехники. Выращенные без природного оружия животные и у кормушки не ранят друг друга. Им нужно гораздо меньше кормового фронта. Вот видите, они как подружки втроем стоят. Никто никого не беспокоит. Когда животные с рогами, они более агрессивны. Из-за того, что герефордов часто скрещивают с другими породами, кроме камолова выделяют внутрипородный черный тип этого скота, имеющий в себе абердин-ангусскую и галштинскую кровь. Животноводы отмечают, что хорошими характеристиками обладают помеси герефорда и симменталов. Лучший вариант для герефордов – это беспривязный выгул на естественных пастбищах, но часто в хозяйствах практикуют и стойлово-пастбищное содержание с возможностью выгула скота в зимнее время. Герефорды холодоустойчивые и приспосабливаются к любым условиям, как снаружи, так и в хлеву. Поэтому отопление в помещении не требуется, но сквозняков быть не должно. Это уже годовички. Это годовички, средний вес в пределах 400 килограммов. Это наши бычки. Вот они у нас выращиваются на племя, это племенные бычки. Все живут на улице, никаких кашлев, никаких соплей, никаких респираторных заболеваний. Все заголенные, можно сказать, моржи. Только в воде не купаются, но живут на свежем воздухе. Вот такие красавцы. При беспривязном пастбищном содержании коровы приводят потомство на открытом пространстве самостоятельно, и если нет заднего предлежания плода, то не требуют помощи ветеринара. В стойловый период телятся коровы в отдельном помещении, где самки находятся несколько дней до отела и неделю после него. Внутри коровника важна чистота и сухость. По периметру необходимо сформировать качественный соломенный настил, который регулярно нужно менять. Телята герефордов небольшого размера, средняя масса 20-30 кг. За счет этого коровы имеют легкий отел и не требуют родовспоможения. Интенсивность роста хорошая, в полгода молодняк может весить от 220 до 250 кг. Средний привес 1100-1300 грамм в сутки при правильном содержании и питании. К 12 месяцам на интенсивном откорме скот набирает до полутонны, но бывает и больше. В возрасте 16-18 месяцев герефорды готовы к забою. Убойный выход мяса составляет 60-65%. Благодаря высокой энергии роста уже в 1,5 года животноводы получают тяжелую тушу с выходом мякоти 5-5,5 кг мяса на 1 кг костей. Костяк составляет 16-20% от массы туши. В данном случае у нас это племзавод «Калининская» агрофирма Челябинской области показывает быка по кличке Вожак. Вожак, ему 4,5 года и вес 1215 килограммов. Тонна 215. Он не просто так вот ходит, там спит и так далее. Он отличный бык-производитель, и у него хорошее потомство, себе подобных. Посмотрите на него, какое могучее и красивое животное. Средний вес взрослых быков 800-1300 кг, коров 450-600 кг, но иногда может достигать 800 кг. Возраст первого отела 24-30 месяцев. Встречаются и многотельные коровы с двойнями. Молочная продуктивность за 305 дней лактации составляет 1500-3000 кг молока. Но на высокие показатели рассчитывать не стоит, ведь молоко герефордов уходит исключительно на кормление своего потомства. Вот эта вот маленькая телочка, она весит примерно 100 килограмм. Вот, она сейчас у своей мамы, а может быть и не у своей мамы, пытается попить молока. Они очень такие наглые коровки. Вот, и если они видят свободное вымя, то молочком полакомиться – это для них святое. Перед нами бычок герефордской породы. Ему всего лишь 1 месяц, а весит он 80 килограммов. Мы заметили вот такую тенденцию, то что корова приносит более коренастых, более мощных бычков, в отличие от первотелок. Критерий отъема от матери – это как раз его вес. Если бычок перевалил за 100 килограммов,
значит, он уже достаточно самостоятелен и может обойтись без матери. У нас в хозяйстве есть и телочки, и бычки, я имею в виду маленькие, которые народились у нас этим летом. Вот, поэтому я рекомендую, прежде чем приобретать себе в хозяйство герефордскую породу, лучше приехать и посмотреть на родителей, то есть на маму и на папу. Тогда уже не будет никаких сомнений в том, что это действительно породистое животное, то что это настоящие герефорды. Вот этот бычок весит 365 килограммов. Мы его взвесили буквально вчера. Он играет, видите? У него период полового созревания, ему хочется играть. Вот. А возраст у него всего лишь 1 год. То есть так совпало, что за 365 дней он набрал 365 килограммов. Но это не самый большой экземпляр. Набирают быки герефордской породы от килограмма до 1,5 килограммов в день. Многие спрашивают, чем мы их кормим. Кормим мы их сеном, отрубями и можем иногда побаловать их овсом. А по идее, они настолько неприхотливы, что могут есть вообще одну солому. Мороза они тоже не боятся. Поэтому герефордская порода во всем мире является наиболее распространенной. Ну и, скажем, никто из фермеров еще не жаловался на них, да? Вот этому бычку недавно исполнилось 2 года. Ну, вы видите, он гораздо мощнее и больше своего товарища, который рядом в клеточке сидит. Вот. Мы его еще не завешивали, но я думаю, что он раза в 3 тяжелее предыдущего. Хочу еще раз напомнить, что в 3 года все быки герефордской породы весят более 1 тонны. Но при этом, видите, они не страшные. Вот, да, не страшные. Вот, любят поиграть, очень дружелюбные. Так что всем советую, если вы решили поддержать наше отечественное животноводство, покупайте и разводите герефордскую мясную породу. Специалисты отмечают, что, исходя из характеристик породы, разводить герефордов легче всего в странах с резкоконтинентальным климатом. Средняя продолжительность жизни – 15-18 лет. Они как бы более стадные животные. Постоянно в косяк собираются и по отдельности их гнать не получается. Если убегает один, то все бегут в рассыпную. Поэтому, думаю, летом с ними проблем не будет. Не будут разбредаться в разные стороны. Всегда в кучке. Порода приспособлена к различным пастбищам и хорошо нагуливается. На 1 килограмм прироста бычки герефорда расходуют 5,3-6,2 кормовых единицы. На полях герефорды способны поедать любую траву, в том числе грубую и жесткие сорняки. На качестве мяса это не сказывается, поэтому в весенне-осенний период основу рациона составляет зеленая трава. Это больше напоминает поведение овцы. То есть они стали и едят комбайном. То есть они съедают не то, что выбирают вкусненькое, они просто все подряд. Да, и вот они как комбайн проходят. То есть нету такого, если жарко, они раз в кучу сбиваются и стоят. Мясо, полученное на травяном откорме, на пастбищном нагуле, на травяном откорме, оно более вкусное, оно натуральное. И бактерии внутри рубца и других отделов желудка, они именно работают правильно. Это те бактерии, которые нужны. Они на траве, потому что корова – это травоядное животное. А на траве работают в желудке правильные бактерии. И продукты жизнедеятельности бактерий всасываются для того, чтобы корова имела энергию. Если мы даем зерно, то размножаются другие бактерии, которые подавляют травяных бактерий, другая группа. И в первом случае, когда это пастбищный нагул, травяной откорм, в составе мяса есть некоторая мраморность у герефордской породы, и мясо получается натуральным, и жир, который легко плавится при температуре 67 градусов, он омега-3, полезный для человека. Если мы кормим зерном, то жиры уже другие, другой группы. Это не омега-3, это другие омеги, 4, 5, 6, они уже не так правильны для человека. Но мясо более мягкое, оно как бы соблазняет его съесть, потому что оно мягкое, оно хорошее, но пользы от этого меньше.
Фермеры отмечают, герефорды настолько неприхотливы, что могут есть и одну солому. Но это, конечно, крайний вариант. В целом в рационе скота в зависимости от времени года есть сено, сенаж, отруби, зернаж, иногда овес. Быстро набирают вес животные именно на кормах на травяной основе. Быкам дают бобовое и злаковое сено. Многие фермеры отмечают, что пастбищных условий скоту достаточно для полноценного питания, и подкормки герефорда не требуют, но каждое хозяйство практикует по-своему. Поэтому в рационе также встречаются концентрированные корма грубого помола, костная мука, корнеплоды, в частности свекла, и минеральные добавки – кальций и фосфор. В зимнее время скот может спокойно кормиться на открытом воздухе. Вот наши коровы содержатся на зимнем пастбище. Вот, подвозим сенаж. Вот, рассыпаем таким образом, чтобы все вот так вот встали, съели. Когда мы вот кормим сенажом, лучше сделать кучку, проехать 5 метров, высыпать еще кучку. Потому что они будут ходить по нему, это сам. А если кучкой будете сыпать, они со всех сторон этой кучки станут и будут стоять. И, получается, по внешней стороне будут стоять. Поможет вам сохранить его чистым. И не так много будет затоптано. Телят оставляют на подсосе на длительное время. До 7-8 месяцев они могут в волю питаться материнским молоком. К слову, это снижает риск развития мастита у коров. Также в рацион телят добавляют кормосмеси, сено и траву. Мясо герефордов считается одним из лучших для приготовления стейков и обладает высокой мраморностью. Самое вкусное мясо из всех мяс говядины только герефорды. Все остальное мясо, они больше быки, все, но вкус совсем другой. Поэтому среди истинных ценителей мяса герефорды – это элита. Прежде всего, порода славится крупными размерами и силой. Герефорды выносливы, поэтому длительные перегоны не проблема. А также могут приспосабливаться к пастбищам самого разного типа. Вес животные набирают хорошо даже в периоды дефицита кормов. Вот они. С зимы вышли коровы, третий день пасутся. Чуть-чуть поголодать им пришлось в оконцовке. Совсем у нас сено кончилось. Не ожидали мы такого вот, чтобы 16 числа они нас стояли. Вот они. 18 года телочки, вот они. Вот эти коровки. Вот рожать уже скоро будет вот это вот. Ну вот буквально за 3 дня они уже как шарики надулись вообще. Конкретно. Вот телочки 18 года. За 3 дня вот надулись, они изменились за 3 дня. Вот на вот этом вот подножном корму. Никакие им не нужны концентраты там, сенажи, силосы. Вот природа. В природе все есть, для них достаточно все. Что касается мяса, то этот скот по праву стоит в одном ряду с абердин-ангусами и их мраморными стейками. Ведь герефорды способны длительное время наращивать живую массу без чрезмерного отложения жира, что в результате дает продукцию высокого класса. У герефордов толстая и качественная шкура, которую используют для изготовления сумок, кошельков, каркаса обуви, стелек, подошв и других изделий. Также к преимуществам породы относят спокойный нрав животных и высокую адаптивность к погодным и климатическим условиям, а также к различным системам содержания. Герефорды отлично передают потомству свои гены, ведь обладают хорошими воспроизводительными качествами. Генетические дефекты у телят встречаются редко, а уровень смертности очень низкий. Коровы, в свою очередь, имеют высоко развитый материнский инстинкт. Несмотря на то, что герефорды – это популярный и любимый многими животноводами скот, эта порода подходит не всем. Фермеры отмечают, что если у вас нет собственных пастбищ, то откорм герефордов – дело достаточно затратное, ведь аппетит у животных большой, и их не зря называют прожорами. Поэтому и стоимость мяса должна быть высокой, чтобы окупить расходы. Каждый животновод должен рассчитать рентабельность в своем хозяйстве самостоятельно, чтобы не оставаться в убытке. То есть надо сильно удешевлять содержание скота за счет наличия большого количества пастбищ. Пастбища должны быть очень удобно расположены. То есть ферма в центре и секторами пошли пастбища вокруг фермы. Сектора выедаются по очереди, опять возвращаются к начальному сектору. И вот таким вот образом должно быть все устроено. Если это устроено не так, или так не может быть устроено, если нет пастбища в период где-то начиная с мая по конец октября, вот, чтобы вот это все время хозяин вообще не тратился на корм, чтобы это было только трава, вот, ну максимум там на подкормку может какую-то, но чтобы вот основная трава.
была, то именно вот это и еще цена продажи мяса делает эту отрасль вообще нерентабельной. Молочность коров низкая и направлена только на выкармливание потомства. В некоторых хозяйствах были попытки поймать 2 зайцев и доить герефордских коров, но успехом такие начинания не увенчались. Также опытные животноводы отмечают, что если молочные породы КРС более контактны, то герефорды пугливые и не всегда подпускают к себе чужих людей. Мясная продуктивность герефордов уступает некоторым породам скота. В 1994 году Американский институт мясного скотоводства представил результаты 20-летнего исследования, в результате которого для получения 210 кг чистого мяса бычка герефордской породы с момента отъема необходимо кормить на протяжении 319 дней и затратить количество корма, эквивалентное 8953 мегакалориям, в то время как абердин-ангусам для достижения такого же выхода мяса понадобилось 286 дней и 8026 мегакалорий, лимузинам 165 дней и 3675 мегакалорий, а породе шароле 163 дня и 4243 мегакалории. В наше время в Великобритании герефорды уже не являются лидерами среди мясных пород и имеют ценность больше для сохранения генетики и скрещивания с молочными коровами. Ареал распространения герефордов охватывает около 50 стран. Их содержат в Австралии, Мексике, Канаде, Израиле, Японии, Чили, Новой Зеландии и многих других уголках планеты. Скот также распространен на Дальнем Востоке и в Сибири. По состоянию на 2017 год в мире насчитывалось более 5 миллионов чистопородных представителей этого скота. Казахстанские фермеры этих животных тоже знают и любят. Герефорды входят в тройку наиболее популярных мясных пород в республике. И если в 2010 году их поголовье в стране составляло всего 2500 голов, то сейчас эта цифра выросла до более чем 70 тысяч голов. Порода представлена почти во всех областях Казахстана. Разведением КРС породы герефорд занимаются в компании Жана-Береке, Олжа-Беляевка, Намыс, Герасимовка, Аманат, Аксанат Инжиниринг. Также содержат животных на откормплощадках хозяйств племзавода Лобота, Пухальская, Балашак, МТС Жайма и многих других. Статус племенного хозяйства имеет откормплощадка Острогорский. В компании разводят породы герефорд и казахская белоголовая. Общее поголовье насчитывает около 2400 голов. Из них 800 голов – это герефорды. Стоимость проекта 1,5 миллиарда тенге. Он уже начинает оправдывать вложенные средства, говорит глава хозяйства Владимир Вольф. В стаде насчитывается 800 голов породы герефорд и 1200 коров казахской белоголовой. В этом году они уже дали приплод. В хозяйстве для этого используют новые технологии. Это катетерный метод. Эту технологию мы вводим впервые. Наша главная цель – весь крупнорогатый скот проверить через УЗИ и выявить гинекологические болезни. За 6 месяцев у нас приплод получили от нетелей, которые закупали. В течение 2-3 лет мы выходим на проектную мощность, и у нас уже будет как репродуктор идти, и свое у нас племенное стадо будет, и хотим до конца, до упора работать. Одним из крупнейших племрепродукторов по воспроизводству высокопродуктивного скота герефордской породы является агрофирма «Динара Ранч». Создателем компании стал Бахыт Атайбеков. Со временем в агрокомплекс вошли предприятия «Динара», агрофирма «Динара Ранч», «Агрофуд», «Капшагай Бидай Онундери» и племзавод «Алматы», которые вместе сформировали агрохолдинг «Динара Групп». В 2008 году агрофирма за счет собственных средств импортировала первую в историю независимого Казахстана поставку крупного рогатого скота мясной породы герефорд. В 2009 году для создания полного производственного цикла компанией был построен убойный цех, который на сегодняшний день является специализированным предприятием по убою скота в Балхашском районе. Динара Ранч является одним из крупнейших племенных репродукторов по воспроизводству высокопродуктивного скота мясного направления пород герефорд и абердин-ангус. В 2010 году осуществилась поставка крупного рогатого скота от канадской компании Exports International Incorporated. В ноябре 2015 были приобретены коровы мясных пород абердин-ангус и герефорд. Компания стала учредителем Республиканской палаты породы герефорд и получила общепризнанный статус во время собрания Мирового совета герефордов в канадском городе Калгари. Племрепродуктором породы является и компания Казбиф. В 2010 году на предприятие ввезли первую партию в 1000 герефордов, приобретенных в Северной Америке. 18 мая 2010 года Казбиф получила пожизненный сертификат членства Американской ассоциации герефордов, а в 2012 году компания организовала первый ежегодный аукцион
рацион племенного КРС, где были представлены и животные этой породы. По состоянию на 2021 год общее поголовье КРС в Казбив составляло 6 тысяч голов, 30% из которых это герефорды. Герефорд это, наверное, папа нашего казахского белоголового, да? И в этой связи мы понимаем то, что в Казахстане есть огромная популяция породы белоголовой, да? Казахской белоголовой, но генетически работа по улучшению этой породы, к сожалению, не была проведена, да? И нужно было дать новую кровь, и нужно было именно возродить это все, да? В этой связи был взят выбор пал на именно породу герефорд. Основной задачей было тоже опять улучшение, породное преобразование. Сколько я знаю, в Дубае была выставка, да, и где был blind testing, то есть когда ведущие шеф-повары мира вслепую тестят мясо, и оценка для стейков Казбив была 10 из 10. Я же не ошибаюсь? Нет, это абсолютно правда, потому что мы делаем это в ресторане Неццо. Мясо есть мясо. Если его правильно откормить, правильно сделать рационы сбалансированные, то мясо будет таким же вкусным, как и у молочной породы, так и у ликольской, так и у герефорда или ангуса. Наш рацион состоит в основном, это вот мы видим, что здесь присутствует клетчатка, это силос, да, кукурузный силос, и зерно. Зерно у нас двух видов, получается, кукуруза и ячмень. Это вот сбалансировано, она очень, помимо этого, в этом рационе у нас мы добавили все минерально-витаминные добавки. На откормочной площадке Актеп общее поголовье КРС составляет 11 тысяч голов, среди которых и герефорды. Также 200 голов этого скота содержат на откормочной площадке Балашак. В 2013 году откормочную площадку на 1200 голов КРС ввели в эксплуатацию в компании Сахновская. Сейчас там содержат скот казахско-белоголовой и герефордской пород. По данным 2020 года, ежегодно в Казахстане продается около 4500 голов молодняка герефордов. На данный момент ценовой диапазон широкий – от 350 тысяч тенге до 600 и выше за элитный племенной скот. Представляет и защищает интересы этих компаний в Казахстане, а также занимается координированием и организационной деятельностью Республиканская палата породы герефорд. В ее состав входят 130 хозяйств, больше всего из Западно-Казахстанской области. Герефордские коровы – это первый английский крупный рогатый скот, который был признан настоящей породой. В некоторых источниках есть информация о том, что во время Второй мировой войны партия герефордов была торпедирована во время путешествия через Атлантику, и двоим из этих храбрых животных удалось выжить, доплыв до побережья Ирландии, что стало еще одним свидетельством выносливости скота. В июне 2013 года в посольстве Канады в Казахстане агрофирма Динара Ранч в лице Бахыта Атайбекова была награждена от имени Ассоциации герефордов Канады сертификатом почетного заводчика канадских герефордов. На данный момент Бахыт Атайбеков является председателем Совета Республиканской палаты породы герефорд. В 1843 году на Королевской сельскохозяйственной выставке бык герефорд некого мистера Джеффриса стал лучшим представителем КРС и выиграл главный приз. В наше время герефорды имеют немало перспективных конкурентов, но до сих пор этот скот остается наиболее популярным среди мясных пород КРС в мире. А неприхотливость в условиях содержания и кормления, отличные мясные характеристики и мраморная говядина – это те факторы, из-за которых герефордов из года в год выращивают во многих хозяйствах Казахстана и других стран. Друзья, нам было бы интересно узнать больше об опыте выращивания этой породы скота. Так что если на вашей ферме имеются герефорды, поделитесь в комментариях, почему выбрали этих животных и какие особенности или недостатки можете отметить. А на этом наше видео подошло к концу. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.